Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем новую рубрику «Кулинарная Якутия». Но для начала хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает на этом стартовом этапе. Это мне очень реально помогает. Я читаю комментарии, вижу, что люди подписываются, значит, эта тема интересная. Это меня очень мотивирует. Прям жестко мозг кипит. Идеи генерируются одна за другой. Это все непосредственно повлияет на дальнейшую мою деятельность. Уж в этом можете не сомневаться. Так что спасибо, я читаю все комментарии. Стараюсь читать, потому что времени, вот видите, я сейчас пришел домой, время 20:34 уже. Надо все смонтировать, успеть сегодня, потому что хочу по графику выпускать по вторникам и пятницам. Вот моя творческая студия перед вами. Осваиваю Adobe Premiere потихонечку. Научился вырезать, обрезать, вставлять и так далее. Вот на элементарных функциях пока вроде что-то такое у меня получается. Но буду потихоньку развиваться. В приоритете делать видео, потом уже стараюсь там посмотреть комментарии, что-то ответить. Так что спасибо, что пишете, что интересно. Правда, всякое пишет. Ну, я теперь знаю, что такое хейтеры, такое понятие. Раньше я слышал про это. Ну, для меня это все новое, все это YouTube. И блогер, это название такое, если честно, так себе. Если хочу как-нибудь по-другому позиционировать. Идея немножко тут у меня более глубокая. Всей этой моей деятельности. Продолжаем просмотр. Поехали. Пахнет как корешка. Ой, корка. Я думаю, что они тоже неплохо протушатся. Первый презент себе устрою. Как тут рассчитаешь? Тушеная ряпушка по-якутски. О. Ну что, кулинарный вечер номер 1. Ряпушка еще не разморозилась. Ну еще, да, надо полежать. Не могу не поделиться еще одним замечанием. Вчера купил курицы. Просто в магазине, говорю, дайте мне 3 ножки мороженые. И хорошенько сварил, думаю, бульон сварю, а там посмотрю, что будет. Насыпал просто итальянских трав, взял с собой специи, там, перчик чуть-чуть, да и все. И, в принципе, вот оно часик поварилось. Сейчас открываю кастрюлю, думаю, суп буду делать. Понюхал запах. Блин, ну просто обалденный. Как будто бы, не знаю, каких-то тут насыпали глютамата натрия, который придал там изысканный запах и вкус. Сейчас даже реально не хочется из него суп делать. Хочется просто курочку съесть и бульоном запить. Так, ну что, я думаю, что пора ее потихонечку чистить. Пахнет как корешка. Прям огурчиками. Очищаем чешую и потрошим. Решил, что подсветка будет получше. Теперь можно обрезать лишние плавнички. Так делаю в воде, чтобы вся чешуя осталась здесь, а не смывалась в раковину. Так, ну что, и потрошим. Теперь все эти срезал плавнички. А что у нас тут? Почти ничего. Рыбу, кстати, хорошо чистить в перчатках, особенно в условиях похода. Там любая рана, она не очень в тему. Если в перчатках ты вообще там все жабры тянешь, там все вытаскиваешь, вообще очень круто. Голыми руками рекомендую это делать. Сейчас просто нет перчаток под рукой, поэтому будем делать так. Отличный финский нож. Нож Мора, мой походный. А это финский нож. Нашел в секонде в Финляндии. Очень тоже нравится. А здесь в Якутии любят якутские ножи. Я пока, честно, не прочувствовал вообще его прелесть. Ну, мне как-то не нравится ручка у них. У них у всех такие прямые деревянные ручки. Но все их ценят. По качеству они очень крутые. Реально, по качеству стали, как они режут. Вот, допустим, строганину делают только якутским ножом. Так что, решил все-таки найти перчатки. Потому что действительно, вот, я в перчатках работаю. Тут все выгребаешь. Не боишься там об кость поцарапаться. Жабры, самое жабры, что вот неприятно их вытаскивать. Здесь просто их выдергиваешь как хочешь. Вот, все, чик нету. Просто с жабрами постоянно возни, блин. И все. И так вот идешь конвейером. Я помню в походе так вот за раз 10 щук здоровых. Окуней просто штук 50. Стоишь там в Карелии. Ой, корка. Отлично. Я не думал, что у нас икрой попадется. Так, как теперь камеру выключить? Сменил немножко подсветку. Что-то я понял, что слишком яркий режим включил. Сейчас вроде покомфортнее глаза. Блин, да как выключить-то теперь? Теперь нарезаем. Чистота. Я решил тушить с головами. Я люблю голову. Я думаю, что они тоже неплохо протушатся. И будет очень вкусно.
теперь немного промаринуем. Просолим, промаринуем. Это у нас приправа для рыбных блюд. Итак, что мы знаем о ряпушке? Мы ничего не знаем о ряпушке, поэтому сейчас мы залезем в интернет и посмотрим. Ряпушка – рыба ценная и очень полезная. Ряпушка – это ценная пресноводная рыба, которая принадлежит сразу двум семействам – лососевых и сиговых. Вот это круто. Тра-та-та. Царская рыба ряпушка не только съедобная, но и очень полезная. А заодно сделаем бутики в духовке. Вот так вот я зажигаю плиту. Блин, с третьей попытки. Конечно, такая опасненькая плита. Какая есть. Пока наливаем водички. Поставила минут 15-20. Можно чуть подольше, но в принципе она неплохо себя отбирает. Что, пока рыбка варится, все-таки не держался. Все просто. Вареная курочка и бульон. Строганину уже не сделал. Точно. Как я мог тебя забыть. Делаем строганинку. Вот из этого кусочка. Как она делается? Элементарно. Просто обрезается вот так вот пластами. Сырая жеребятина. И вот так вот стругаешь, как тебе удобно. Повторюсь, якутским ножом это делать очень круто. Я, в принципе, себе обязательно его куплю, как будут деньги. Как заработаю, так сразу первый презент себе устрою. Как употреблять строганину? Все очень просто. Выкладываем на тарелку. Соль, перец и все. Макаем. Круто. Реально вкусная штука. Попробую потом из вчера строганину. Ну, это домашняя жеребятина. С рынка я бы не рискнул. Сырой есть все-таки. А это привезли из деревни. Марьяне вот угостили ее родственники. А меня. Где бы я еще достал бы домашнюю жеребятину в первые дни пребывания? Не знаю даже. Ну все, закипело. Сейчас долго думал, как назвать блюдо. Ну, решил назвать просто. Я ряпушка по-якутски. Поискал в интернете, вроде такого названия нету, что прям вот по-якутски. Так что, надеюсь, как бы я придумал это блюдо. Вот в масле я добавил масло сюда. Еще надо добавить уксуса. Я добавляю сейчас уксус с ароматом винограда, виноградный. И она все в этом соусе тушится. Тушится 2 часа. Буду отдельно без лаврушки тушить, а потом уже в конце добавлю. Единственное, что, по-моему, я переборщил уксуса. Да, надо слить чуть-чуть. Все делаю на глаз, блин. Воду скипячу. Разбавлю чуток. Так, ну что, мои любимые бутики делаем в духовке. Рецепт элементарен. Берем сыр такой, кусочек. Натираем. Затем натираем такой вот плавленый сырок. Качество его, конечно, так себе. Но для духовки самое то. Сыр купил. Сырный продукт российский. 133 рубля, такой вот хороший кусманчик. Ну, там что-то из сухого молока, все такое. Ну, в принципе, на вкус нормально. Надо готовить вообще самое то. Значит, добавляем немножко специй. Прованские, итальянские травы. Добавлю их. В принципе, не важно. Ну и, конечно же, мы вынуждены прибегнуть к допингу. Хоть я майонез стараюсь ограничить в чистом виде, но для готовки он, блин, незаменим. Это плохо, признаюсь. Майонез вреден. Пытаюсь от него избавиться. Зато я покончил с алкашкой. Это радует больше всего. Не, ну я не бухал, как алкоголик. Все как у всех. 5 рабочих дней на работе, все, там устаешь, приходишь уставший.
Развиваться времени нет, падаешь обессиленный. А пятница это пятница. Везде в инстаграме пятница, бухаем. И понеслась. Вау, кто круче забухал. И что там, а потом все, пятница, считай, забухал, суббота ты либо отходишь, либо ты похмеляешься и дальше кутишь. Потому что просто уже в возрасте на 30 и выше, там уже здоровья не так хватает, чтобы гулять 2 дня подряд бодреньким. Забухиваешь, в воскресенье вообще мертвым лежишь. Ну так, в клуб пошел, там с ребятами встретился, даже просто вечерок посидел, попил, вроде так не сильно, там даже спать лег там часа в 2. А все равно все это сказывается, блин. А потом в понедельник ты с больной башкой, думаешь, как я загулял. И опять рутина, работа. И так по кругу, бесконечный цикл. А жить когда? Это не жизнь. Это так. Ну, кого устраивает, конечно, каждому свое. Меня это в какой-то момент не устроило. Поэтому решил, все, надо менять что-то. Сбежал, получается. Оставил кучу друзей. Постоянно какие-то тусовки, дни рождения, праздники. А тут начинаем новую жизнь. Я ее решил заснять. Ну что, теперь нарезаем хлеб. Будет 6 кусочков. Теперь вот так вот насаживаем на хлеб хорошим слоем. Аккуратненько так слепил. Вот такая кропотливая работа на самом деле. Надо так намазать, чтобы края не торчали, дыр не было. Потому что она сухое, здесь подсыхает хлеб, когда не намажешь. Поэтому стараешься так все места закрыть. Но чуть-чуть не хватило на последний. Ну, как тут рассчитаешь. Пускай будет так. Все. И пусть запекаются. Да, блин, отвлекся. Так обидно, а? Такие перспективные бутики были. Ну все, 2 часа варки, тушение. Кинул туда лаврушку. Закрываем и пусть настаивается. Сейчас уже поздно, час ночи, уже есть не буду. Итак, название этого блюда тушеная ряпушка по-якутски. О. Меня все засмеяли, потому что я вот взял кушать железными вилками. На морозе минус 43-44. Ряпушка же. Надо попробовать. Какая красота. Мой собственный рецепт, я назвал ее ряпушкой тушеная по-якутски. Я надеюсь, что здесь нет такого блюда. Название. Вот она в холодном виде самая вкусная должна получаться. Вот сейчас будем пробовать. Понятно. Можно, да? Да. Уже начинать. Печеньки. А это Ну, печеньки рождественские. Нужно вилками железными, да. Все. Там с костями, по идее, можно кушать. Они даже не замерзли. Вообще прелесть. Вкусненько. Ровно соли. Вот ровно сколько надо. Это я люблю по солоне, это я сдержался. Держался. Ну чего, по ряпушке хочу подытожить. Вот сложил в контейнер, она замерзла, и заморожена просто обалденная получается. За 2 часа кости растворились, и вот, ну холодную ее вкуснее есть. Вот это я заметил. Ну и как сюда, строганинка. Это мои неудавшиеся бутерброды. Сыр срезал, можно просто сыр есть. Вот так вот и куча здесь. Кулинарный рай.